Ну, рассказывать о сегодняшнем дне невозможно без того, чтобы заглянуть в историю. Алданский район является первенцем, промышленным первенцем Республики Саха-Якутия, с которого началось промышленное освоение всей нашей огромной, малой родины Республики Саха-Якутия. Вот. И поэтому, конечно, были и взлеты, были и падения, были и периоды расцвета. Это 70-е, 80-е годы, когда уровень добычи золота, а это полезное ископаемое, которое на территории Алданского района, когда работали фабрики, заводы. Потом, к сожалению, были 90-е, период спада. Но в настоящее время золотодобывающая промышленность и в целом промышленность Алданского района испытывает подъем. Вот, открываются новые фабрики, открываются новые месторождения, приезжают люди работать на этих предприятиях. И помимо промышленного освоения, конечно, мы не забываем и за культурную составляющую. Вы здесь правильно сказали, что и в 2018 году провели такой замечательный, наверное, республиканский праздник Исыха-Ланхо. К нам приезжают люди из разных уголков нашей республики, из-за пределов нашей республики. И многие для себя по новой, наверное, открывают Алданский район. Многие даже рассматривают местом жительства Алданский район, потому что здесь, во-первых, и природа, и природно-климатические условия достаточно мягкие, нежели в средней части республики. Здесь достаточно комфортная зима, теплое, умеренное лето. И я думаю, что вкупе это все развитие промышленности, то есть наличие рабочих мест, культурная составляющая, которая присутствует на территории Алданского района в виде Государственного концертного оркестра Республики Саха-Якутия, в виде театров и музеев, ну и также плюс, как я уже сказал, промышленность, культура и комфортные, наверное, такие климатические условия будут способствовать тому, что наш Алданский район будет развиваться, прибавляться людьми, прибавляться молодыми кадрами, которые будут осваивать те запасы, которые располагаются на нашей земле. Родоначальники алданского золота являются два замечательных человека. Это Вальдемар Бертин и Михаил Петрович Тарабукин. Это те люди, которые стояли у истоков развития золотодобывающей промышленности всей республики. Тарабукин похоронен на Алданской земле, а вот Бертин похоронен в городе Москве. И в 2019 году, когда мы были с делегацией Алданского района в Москве, мы встретились с родственниками Вальдемара Бертина в Москве. И также отработали с нашими промышленными предприятиями для того, чтобы все-таки увековечить память этого замечательного человека, увековечить в каком-то таком хорошем памятнике на его могиле в городе Москве. Вот, к сожалению, пандемия нам немножко подрушила наши планы, но их полностью не сломала. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться для того, чтобы память об этом человеке была не только здесь, в республике, но и также в городе Москве, в столице нашей Родины.